С самых ранних лет необходимо приобщать детей к культуре и традициям народа Саха. Это можно сделать легко. Просто привести ребенка в Республиканский центр национальных видов спорта, где именно через любовь к национальным играм и спорту можно воспитать настоящего чемпиона. Испытано на себе. Перед тем, как ребята приступают к занятиям настольными играми, они проходят разминочку. В этом им помогает координационная лестница. Ребята выполняют различные упражнения, ну а уже потом приступают к своему любимому делу, к национальным видам спорта. Испытано на себе. Одной из самых древних игр и самой популярной является хабылык. Но это не тот самый хабылык, которым нам привычно играть на столе. Это напольный хабылык, который входит сегодня в программу «Халанхо». Действительно, раньше играли на полу, на земле, сидя у камелька. И, собственно, правила хабылык, наверное, известны многим, но здесь есть свои нюансы. Подробнее об этом расскажет нам Богдан. Богдан, рассказывай, чем отличается напольный хабылык от настольного? Ну, во-первых, здесь намного больше, их 60 штук количество, еще они длиннее. Палочки? Палочки длиннее, да. Мы видим, появились какие-то совершенно другие палочки с изображением. Что это? Да, это изображение богомо, да. Если их словите, то вы, получается, берете, ну вот тут таба 7. Получается, вы берете 7 коров. Ну это дальше рассказывать надо. Так, ну хорошо, для начала должны определиться 60 палочек. Да. Игроков 2. Один человек играет. Ну то есть соревноваться ты можешь там, вас может 10 человек сидеть, да, но играет один человек. Да. Хорошо, давай показывай, как должна играть я, если бы я участвовала, допустим, в каком-то вашем соревновании. Собираем все 60 палочек? Да, собираем все 60. Ну, как в обычном хабылыке, только нужно поднять повыше руку. Также подбрасываем, ловим на тыльную сторону и берем несколько. И считаем по 2. Если тут четное число, как у тебя, палочек, 10. Да, то мы ничего не берем. И просто кидаем все, что оставили сюда, обратно. А суть-то в чем? Суть как можно быстрее, да? Да, как можно быстрее. Если нечетное число, допустим, ну 3, допустим, да, то мы, получается, берем 1. Сейчас. Вот. Получается, 1 остался в руке, и мы его даем. Кому? Судье. Это хорошо или плохо? Хорошо. Это хорошо, да? То есть надо закончить за 3 минуты. То есть тебе дается только 3 минуты? Да. Ну давай, вот, допустим, как в идеале это выглядит. Я буду комментировать, как я поняла, давай. Значит, тебе дают 3 минуты, и ты подбрасываешь и начинаешь выбрасывать. Тебе нужно ловить нечетное желательно, да, число? Да. И по одной вот так выбрасывать. Да. И сколько таких палочек за 3 минуты ты выкинешь, Нет, это и будет еще есть богомо. Если какой-то из них поймать, ну, допустим, вот сор, да, богомо надо обязательно ловить по одному. Хорошо. Вот, и здесь написано сор и 10. 10. Получается, я беру 10 коров. То есть это такой бонус? Да, и кидаю судье тоже. Ага, я судья. У тебя время идет, продолжается, да? Да, и я играю дальше. То есть ты принципиально ловишь вот эти богомо? Да, чтобы быстрее закончить. Да. Вот, и когда все коровы закончатся, получается, останется только богомо, да?
мы также подбрасываем на тыльную и ловим средним пальцем. То есть Вот так еще надо делать. так. Мгм. И так до конца уже. И ты все это успевать должен в течение 3 минут? Да. А если время закончилось, а ты всего лишь там пару палочек взял, это твой результат, да? Да, Фиксируется? это мой результат. И А все. твой рекорд, ты успеваешь все это собрать? Да. За сколько? За 2 минуты 17 где-то. Вот так вот. Настоящий спортсмен. Так, ну хорошо, пробуем. Принципиально неважно, да, куда я их положила, вот эти баллоны? Нет. Они все равно Ну, перемешаются, да? по идее, их нельзя так. Так, крутить. тем временем юные спортсмены и играют, правильно? Или слушают меня? Так, ну что, вы можете, в принципе, приступать, соревнуйтесь, играйте. Такая тишина. Обычно здесь такой шум. Так, ну что. Так, держу так. Смотрю, повторяю за девушкой. Играем. Так. То есть нужно повыше, ты говоришь, да? Да, повыше держать. Повыше и... О, Господи! Ни одной. Подожди, давай тогда немножечко инструктаж. Секреты рассказывай. Что нужно сделать, чтобы они не падали все с рук? Так высоко не подбрасывать, не слишком высоко их подбрасывать. Да, то есть они у меня развалились, потому что высоту набрала, да? Так, хорошо. И еще какие секреты? Да я даже в руках не могу удержать их в двух. Так, Нет, снизу, да. вот так. Спокойно подбрасывайте, ловите на тыльную. Эй, О! Есть. Дальше и что я должна делать? берете несколько. В руки беру? Да, Вот так? да. Дальше И считаем. по два Раз, считайте. два. А по два. 2, 4, 6, 7. Да, это получается Один идет. отдаю. Да, Судье. Уже неплохо. И это все на время. да. Отлично. Давай расскажем нашим телезрителям, из чего должны быть сделаны палочки. Это ж не пластик, это дерево. Из какого дерева? Из березы и из других деревьев. Ну, точно так же, как и обычные хабуты, они делаются из того же дерева. Тебе самому больше нравится играть в настольный или напольный? Ну, мне больше нравятся оба варианта. О! Мне кажется, так еще никто не подбрасывал. Оба варианта. Да. Вот скажи, пожалуйста, все-таки, ну, вот кто-то подумает, наверное, достаточно скучная игра. Ну, сидишь, подбрасываешь. У вас здесь бывают прям такие эмоции, там, торопишься, да? Да, конечно. Баталии целую устраиваете. Бывает Да. такое? Прям интересно, да? Да. Так. Вот, смотрите, как много получилось. Так, потом подбрасывать. Так? Подбрасывайте. И смотри, я поймала этих палочек много. Нет, обязательно богомо надо ловить по одному. А я обрадовалась, что у меня их 2 штуки, их надо ловить по одному. Я считаю их? Да, или- по два. Это ловить. тоже считаю по 2? Да. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Обидно. 34 собрала, но это четное число, значит, ко мне в копилку ничего не уходит, правильно? Да. Вот так вот. То есть не обязательно ловить много, да? Лучше по 2, по 3. Правильно? Ну, надо... Вот от того, что я так много поймала, результат-то не... Нет, обязательно надо по несколько ловить. Больше 3, чтобы было. Ну, в общем, вот так. Дорогие друзья, знаете, вот кажется совершенно легкая задача. Ну, подбрось да поймай палочки. На самом деле, во-первых, помимо того, что нужно владеть координацией, потому что здесь она есть реакцией, так еще и нужно уметь быстро хватать. То есть реагировать нужно моментально, а иначе откроешь рот, и у тебя все уже упадет, да? Хорошо. Богдан, а вообще вот, допустим, сколько ты по времени играешь в подобные игры? Ну вот, если садишься с другом, допустим. Час? Ну вот Марат у нас там сидит, играет, тоже опытный спортсмен. Вот вы сели с ним вдвоем и сидите часами играете? Да. Прям часами? Ну, не часами, там по несколько минут, 30 минут, 40 минут где-то, может быть. Ну так, ну что, дорогие друзья, первая наша игра «Напольный хабалык» испытана на себе. Попробуйте, сразу скажу, эмоции интересные, потому что, знаете, вот ставишь перед собой задачу, да, ну поймать хотя бы одно. Хоп, бросаешь, получается, и сразу уже радостно. Но на самом деле
раньше времени радоваться не надо, потому что зачастую это не приносит результата в копилку. Поэтому очень интересная игра. Мне кажется, почему бы не попробовать, не провести приятное время в компании своей семьи, своих друзей. Напольный хабылык испытано на себе. Испытано на себе. Обратите внимание, это самая младшая группа, которая занимается в очень интересном виде спорта, как напольный хабылык. У девочки совершенно маленькие ручки. Ей очень сложно уместить 60 палочек даже в 2 ручках. Но при этом у нее все получается, и результат мы видим сейчас. Оп! И большая часть палочек на ее маленькой ладошке умещается. Обратите внимание на то, как играют ребята в напольный хабылык. Практически не разговаривают. Ведь здесь самое главное – это сдержанность и концентрация внимания. Поэтому вот так сидят они, практически молча, но очень грамотно и внимательно играют в напольный хабылык. Потому что самое главное – это, конечно же, оттачивать свои навыки, ну и, конечно, получать удовольствие от всего процесса. Испытано на себе. Еще одна из древних национальных игр народа Саха – это крестеби, что в переводе означает «прыжки крестом». Марат является у нас чемпионом, да, 1-е место занял. Твой личный рекорд? 29. 29, оборотов, да, или, как кругов. сказать, кругов. Назовите как хотите, сейчас все поймете, да. Ну, а рекорд нашей республики – это 34 круга. Выполнила девочка из другого улуса. Ну, опять же, кажется, что все очень легко, играй да веселись. На самом деле здесь далеко не до веселья. Здесь опять нужна внимательность, концентрация, ну и, конечно, физическая подготовка. Потому что прыгать так, как прыгает Марат, могут не все. Но для начала, Марат, расскажи, как. Главным правилом данного вида является за минуту, в течение 1 минуты, не касаясь этой палочки, максимальное количество оборотов сделать. А обороты идут по часовой, против часовой стрелки? Ну, сейчас покажу. Ну, давай. Сначала прыгаешь напротив, потом либо влево, либо вправо. Как тебе удобнее, да? Ну, допустим, я прыгаю на правую сторону. Ой, вот. Задел. Ладно, этого никто не видел, ты же у нас все-таки чемпион. Так, еще раз. Вот. Да. Сюда, 2. и сейчас напротив туда надо прыгать. Крестом, логично. Поэтому и называется прыжки крестом, да? Значит, напротив, право-лево, напротив, право-лево. И так в течение минуты. Да. Ты прыгал в течение минуты 29 раз. 29 раз. Да. Вы знаете, это что-то невероятное. Давай покажем хотя бы примерную скорость, как это делают настоящие спортсмены. Но еще есть главная ячейка, где тут можно стоять, отдохнуть немного. Можно, да? Или подпрыгать немного. А в течение этой минуты? Ну, сейчас покажу. Давай. Вот, допустим, я прыгнул, я тут могу несколько раз подпрыгнуть. Или просто постоять. Хорошо. Но это же занимает время, и чтобы не заняло время, я просто перепрыгиваю сразу. Ну, если вдруг... Ну, на 2-ю ногу вставать нельзя. Вообще. И руку держишь За спиной, плечом. Да? И то есть если так оторвешь, нельзя делать? если руки будут... В воздухе? Да. Проиграл. То время останавливается и пишут результат. Пишут результат, который был на этот момент, да? Так, очень интересно. Хорошо, отсюда. А принципиально важна правая или левая рука? Ой, нога. Нет. Нет. Индивидуально. Как бы хоть один крест перепрыгнуть. Итак... А руки уже вот здесь, да? Да. Хорошо. Нет, надо как-то выдохнуть сначала, не обращать внимания, что это сложно, да? На самом деле это не сложно. Да? Так, ну поехали. Ну здесь можно попрыгать, правильно? Так, теперь туда. О, 2 раза прыгнула, не считается, да? Не считается, да. Так, а может быть не налево? Нет, налево похоже будет. Так, поехали. Господи, боже мой, подожди, ну это же легко. Дети сейчас будут смеяться надо мной маленькие, да? Я даже с места не могу сдвинуться. Я последний раз прыгала на 1 ноге, наверное, в школе. Да. Палочки чуть не сломала.
Ага, так, интересно. Подожди, а как советы дай? Что нужно сделать? Почему мне так тяжело все? Ну, физическая подготовка, скорее всего, не позволяет. Да? Не Ну-ка позволяет. еще раз покажи-ка. Вот. Так. Раз. Ой, Это я, видимо, тебе повредила. поставим. Ой, как-то даже жарко стало, товарищи. Вроде бы Сейчас. Вот. мелочь, но на самом деле... Дает старт. Оп, Прыгай. оп, оп, оп. Оп, 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 оп. Вот. Допустим, я потерял координацию, но я могу так сделать. Ну, Так. как-то так. А ты, получается, не ближе к центру стоишь, а так подальше, да? Ага. Если я стану так, то я могу задеть случайно. Да, лучше подальше ставить. Так. Подождите. Так, нет, а меня пока можно с руками? Давайте. Для раскачки. И под база можно? А это же Ну, очень сложно. для Подожди. начала, да. А дети у вас тоже так все Да, делают, да? почти все умеют. Так, давай напомним тебе, сколько лет ты занимался этим, когда у тебя вот такой результат блестящий. Дабы зрители не подумали, что я совсем уж прям... Ну, У тебя такой результат пришел после скольки лет тренировок? что я скажу? Ну, я занимался легкой атлетикой до этого, как я рассказывал. Поэтому Поэтому у меня сразу получилось это Получилось сделать. сразу. сделать. Кстати, необходимо отметить, что Марат является воспитанником, да, Республиканского центра национальных видов спорта, и он занимается всем на ура, и хабылык, и хамыска, и вот прыжки крестом, все ему поддается. Потому что ребята, которые приходят в этот центр, они не занимаются одним видом только, да, ну, допустим, только настольными играми, нет, они занимаются всем. То есть ребенок приходит совершенно на бесплатной основе, получает навыки во всех видах национальных видов спорта. Да. То есть это и национальные игры, и виды спорта, поэтому это уникальная возможность для ребят не только познать культуру народа Саха, но а также еще и получить физическую такую подготовку Хорошую, хорошую. отлично. Так, ну а я тем временем продолжаю. Почти. Так. Попалась. Ой, Все палки сломала. Так, ну-ка еще раз. Ну, это же можно, в принципе, даже дома сделать вот так, две палочки, да? Там И с надо мамой или просто скотч. заскочевать центр, да? И, собственно, с мамой, с папой проводить вот так время. Напомню, это не просто придуманная игра. В эти игры играли наши предки, да? Это многолетний опыт и, собственно говоря, культура народа. Так, ну что, осилим, не осилим? Есть. Один есть. Есть, но вместе с руками-то, конечно, есть. Достаточно сложно, стало жарко. Ну и самое главное, это все-таки игра, это увлекательный процесс. И все время хочется еще раз попробовать. И, наверное, это и привлекает многих ребят, которые приходят на подобные занятия. Испытано на себе. Еще одно из древних развлечений ребят из народа Саха была игра, которая называлась Тотум-Эргир. На русском языке это переводится как вертушка. Вот сейчас юные спортсменки, девочки покажут, как это должно выглядеть, да, в деле. Вертушка, то есть есть определенная деревянная подставочка, есть вот такая, ну как бы сказать, колотушка, которая вставляется в эту основу, и необходимо сделать оборот вокруг своей оси. Девочки, покажите, как это делается. Вот так. То есть кто-то это делает чуть повыше, да, на уровне мостика, так сказать, да, кто-то делает это пониже. Основная задача не затронуть пол, либо землю различными частями тела. И отрывать палочку категорически нельзя. Вот вы смотрите сейчас, дорогие друзья, это все на экранах и думаете, это легко. На самом деле, вот эта детская забава на сегодняшний день – это спортивное состязание, которое входит в программу игр Дыгына. И опытные, большие спортсмены, наши богатыри, выполняют совершенно те же самые задачи, что и делают эти маленькие девочки. Хотелось бы отметить, что размер инвентаря аналогичный, то есть нет понятия детская вертушка либо взрослая вертушка. Взрослые мужчины, спортсмены, именитые наши, занимаются точно на таком же спортивном инвентаре. Ну что, вот давайте еще раз восхитимся тем, как это мастерски выполняют девочки.
Испытано на себе. Вокруг меня юные спортсменки. Так, девочки, расскажите, у кого какой рекорд? Вот сколько оборотов в течение 2 минут? У тебя сколько? 19 оборотов. У тебя сколько? 17 оборотов. У тебя? 25. И у тебя? 14 оборотов. Но девочки мне рассказали, что, конечно, у меня вот базы, вот именно которая прикреплена к полу, ничего не получится. Начинать нужно вот с самого легкого, то есть отсюда. Вы все начинали отсюда, да? Присоединяешь колотушку сюда, да? Показывайте. Вот так, так, смотрите. Смотреть нужно. Смотреть на палку? Чтобы... А если будешь смотреть не на палку, пойдешь? Нет, еще ровно. Да, ровно. Если она горевать будет, она точно пойдет. Так, понятно. Девочки говорят, что надо держать палку ровно. Если будет кривовато, то упадешь. Ну, собственно, здесь эксперимент проводить я буду, наверное, 1 раз, дабы не повредить себе ничего. Так, ну, покажи мне лучше еще раз, вот что нужно сделать. Я переживаю. Так, поставила палку и вот так прокрутилась. И смотришь на палку, да? Так, ну что, тетя Даша в деле. Вы меня хоть страхуйте, девочки, если я буду падать, голову мне берегите. Самое главное — голова. А то с телевидения у меня уволят. Да не здесь голова. Вот когда я буду поворачиваться, хорошо, она мне уже здесь голову держит. Так, девочки, держу так. А правую или левую руку? Вот так, да? Вот так сбоку? Куда? Вот сюда поставила? Куда? Туда. А эту сюда. Так, девочки, держите. И пошла. На палку смотри. Неправильно говорят, смотреть надо на палку. А я смотрю по сторонам на девочек. Так, еще раз. Ногу надо перекидывать. Так, ну что, девочки, пошла. Так, туда поставила, сюда поставила и пошла. Палку смотрю, да? Смотри, она О, Господи! получилась. Получилось? А где аплодисменты? Получилось. Боже мой, поясница заболела. Шея почему-то заболела. Ну, собственно, понравилось. Опять же, видите, во многих видах спорта, если не получается ли больно, желание отпадает сразу. Здесь же все-таки, если смотреть на это как на развлечение и игру, хочется еще раз попробовать. Но я же не должна упасть в грязь лицом перед девочкой, поэтому попробую еще раз. Так, девочки, пошла. Туда ногу, сюда ногу. Смотрю на вертушку. Подождите, а повыше не бывает у вас палочки? Вот так. О, Господи, держите, девочки. О! Ну, вот, скажем, что сделано. Но выполнить с уровня вот этого, вот так, как делают это девочки, ну, пока не дано. Но, собственно, может быть, поэтому этим девчонкам повезло больше, потому что они имеют возможность посещать замечательный центр у нас в республике. И вот с самого детства они уже умеют делать вот так, такие сложные спортивные задачи. Молодцы, девочки! Испытано на себе. Тоту-маргир для старших ребят – это тоже, так сказать, увлечение. Пока они не выступают в спортивных состязаниях, это просто для них такое некое развлечение, игра, но рекорд уже есть. Марат, тот же самый Марат, выполняет 37 оборотов за 2 минуты. Замечательный результат. Испытано на себе. В Республиканском центре национальных видов спорта ребята занимаются и масс-рестлингом. Я думаю, о масс-рестлинге знают все. Но, проще говоря, необходимо перетянуть палочку на себя. Тут есть тоже свои нюансы, есть свои правила, есть свои лайфхаки. Но удивительно то, что девочки и мальчики уже в 10 лет познают азы этого вида спорта. Это здорово и замечательно. Ну а как они этим владеют, увидим сейчас. Перестаралась? Сильно тянула, да? В общем, как объяснил Марат, задача простая. Главное, упираемся пятками в перекладину.
Так, упираемся. Держим палочку вот так. Самое главное правило, Диан, нельзя вот трогать, вот так опираться в перекладину, перетягивать на себя. Нельзя палку перегибать вот так. Ну, а в целом Марат сказал, что остальные правила не обязательно нам знать, потому что их очень много. Главное перетянуть. Ну и весовая категория. Мы с Дианой вроде бы как будто бы в одной весовой категории. Я этого никогда не делала, но попробовать надо. Ой, и что, где наш судья? У меня уже ноги болят, если честно, вот так сидеть. Я скажу старт белемче. Что сделать? Старт белемче. Ага, белемче, скажет Марат. И я просто должна тянуть. Да. Хорошо. Тяните вдвоем. Раз. Белемче. О, боже мой! Давай! Поддается мне! Да! А я выпрямила ноги, так можно? Ой! Все! Отлично! Ну что, дорогие друзья, конечно, масс-рестлинг – это отдельная история. И здесь, мне кажется, все правила и все навыки, они уходят в корни, да? То есть нужно знать масс-рестлинг так, как им занимались наши предки. Мы просто показали вам лишь азы. Очень интересно. Опять же, напоминаем о том, что, в принципе, дети в маленьком возрасте занимаются этим как развлечение. То есть для них это некая игра. Но на самом деле в будущем это все перерастет в серьезный вид спорта. Еще одна уникальная вещь, с которой я познакомилась сегодня, это стена Коркина, Дмитрия Коркина, человека, который воспитал 3 олимпийцев из нашей республики. Ну, я думаю, невооруженным глазом можно понять, в чем основная задача. Необходимо вот на таких палочках посредством подтягивания преодолеть эту стену, то есть добраться как можно выше. Конечно, мне на этой стене делать нечего, потому что я не смогу даже подняться на 1 уровень, но попробуем, посмотрим, что же получится у Марата. Итак, покорит ли он стену Коркина? Поехали, Марат. Давай, давай! Вот так. Ну, смотрите, это огромнейший результат, потому что именно на такой стене тренируются опытные спортсмены, которые в будущем будут представлять нашу республику не только на региональных соревнованиях, но также на соревнованиях федерального и мирового уровня. Твой результат какой был? Достигал высоты последней? Сейчас достигаешь, идешь по самой вершине. Потом падаешь. Ну, докуда дойдешь. То есть, смотрите, нужно пойти-то по периметру. Необходимо на этих палочках подняться по левой стене, пройти поверху и спуститься еще вниз. Но я думаю, на такое способны только настоящие якутские сильные спортсмены. Да, Марат? Ну, еще раз покажешь? Он может? Давай, выходи. Давайте. Вышел тут у нас парень. Случайно появился доброволец. Давай, давай. Сколько сможешь? Как зовут? Винокуров Георгий Андреевич. Винокуров Георгий Андреевич. На минуточку. Георгий Андреевич. Ну давай, Георгий Андреевич, посмотрим. Говорят, ты будущий олимпийский чемпион. А? Оп, оп, оп. Молодец, получилось. И как говорят рядом стоящие комментаторы, спускаться вниз достаточно сложно и порой даже сложнее, чем подниматься вверх. Вот такая она, стена Коркина. Испытано на себе. Помимо тех видов спорта, о которых сегодня мы говорили в рамках проекта «Испытано на себе», воспитанники Республиканского центра национальных видов спорта занимаются и стрельбой из лука, и якутскими прыжками, и хапсагаем, и даже спортивной скакалкой. То есть именно здесь вырастают будущие олимпийские чемпионы. Здесь ребята развиваются в разных видах
деятельности. Ну а самое главное, конечно, это все происходит в очень дружной и такой очень доброй обстановке. Огромное спасибо тренерскому составу, преподавателям, ну и, конечно, родителям, которые приводят сегодня сюда своих замечательных детей. Ну а еще одна мечта всех воспитанников центра – это иметь отдельное здание, которое может позволять заниматься этими видами спорта постоянно. Но мы думаем, что мечта, она на то и мечта, чтобы она обязательно сбылась. Занимайтесь спортом, увидимся, до новых встреч! Национальные виды спорта испытано на себе. Испытано на себе.